Наркомания – это давняя, тяжелая и распространенная социальная болезнь, угрожающая существованию здорового общества. Против нее ведут непримиримую борьбу и сотрудники Министерства внутренних дел Ингушетии. Так, 17 марта выявлен один из преступников. Житель Малгобека сбывал марихуану, пока не помешали правоохранители. 17 марта текущего года в 20:20 сотрудники межмуниципального отдела МВД России Малгобекский на контрольно-заградительном посту «Маяк-11» в ходе проверки проведения рейдовых мероприятий остановили автомобиль «Лада Приора» под управлением жителя города Малгобека 1997 года рождения, не имевшего при себе водительского удостоверения. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции мужчина доставлен в отдел, где в ходе личного досмотра у него обнаружено изъято почти 17 граммов марихуаны. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он помещен в специальное помещение для задержанных лиц. Практика борьбы с наркоманией показывает, география таких преступлений обширна и не имеет границ. Злодеи с каждым разом придумывают все новые и изощренные способы маскировки наркотических средств. Дурманящие средства могут находиться в детских игрушках, припрятаны или вшиты вовнутрь одежды и даже в еду. Но у правоохранителей, как говорится, глаз наметан. Так, 20 марта был задержан уже житель Плиева, у которого изъяли 23 грамма марихуаны. Сотрудники отделения МВД России по городу Магаз в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Дашлакова-Мальсагова в столице республики остановили и доставили в отделение ранее судимого за незаконный оборот наркотиков и дачу взятки жителя села Плиева, 1984 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено изъято более 23 граммов марихуаны. В отношении этого мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Религиозные деятели, представители и старейшины многочисленных тейпов, да и вся неравнодушная общественность республики объединились против так называемой аптечной наркомании. Свою работу выполняют и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Ингушетии. Так жители Яндари и Сагапши в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий поймали с поличным. Остановили на контрольно-заградительном посту «Маяк-11» возле села Инарки автомашину «Лада Приора» под управлением жителя Назрани 93 года рождения. В автомобиле в качестве пассажиров находились двое жителей села Яндари 89 и 90 годов рождения. В результате проведенного в присутствии понятых личного досмотра у старшего пассажира обнаружены и изъяты сильнодействующие вещества прегабалин массой 40 граммов и тропикамид массой свыше 1100 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Упомянутый мужчина 89 года рождения водворен изолятор временного содержания межмуниципального отдела МВД России Малгобекский. Распространение, хранение и употребление наркотических средств карается статьей 228 Уголовного кодекса России. Впрочем, у вышеупомянутых лиц будет достаточно времени изучить Уголовный кодекс, да и подумать над своим поведением. Ведь некоторым из них грозит лишение свободы на срок до 18 лет. Если барыгам и движет желание разбогатеть, то чем руководствуются несовершеннолетние? Предложений масса. Дурной пример мог спровоцировать двух жителей селения Якажева реализовывать на территории республики тропикамид и прегабалин. 27 октября прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия совместно с коллегами из Временной оперативной группировки МВД России в Республике Ингушетия в ходе проведения проверочной закупки установили факт сбыта в селе Якажево несовершеннолетними местными жителями условному закупщику сильнодействующих веществ тропикамид и прегабалин за денежное вознаграждение. Также 18 ноября прошлого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Ингушетия при поддержке коллег из других подразделений в ходе проведения проверочной закупки установили факт сбыта в селе Якажево одним из упомянутых подростков условному закупщику сильнодействующего вещества тропикамид за денежное вознаграждение. К сожалению, такая ситуация пока сохраняется, и необходимо, чтобы все общество, каждый гражданин принял посильное участие в противодействии наркомании. В МВД призывают жителей не оставаться равнодушными к всеобщей беде и при обнаружении подозрительных лиц или автотранспорта незамедлительно сообщить в дежурную часть. Муслим Ганиев, Адам Бережков, Магомед Дедигов. Новости 24.